Сегодня в Доме культуры Назрани состоялось торжественное открытие второго международного кинофестиваля «Золотая башня». На сцене звезды отечественного кино, в зале высокие гости и все те, кто искренне почитает хорошее кино. В рамках фестиваля можно видеть фильмы из России, Беларуси, Китая, Венгрии и других стран. Наша республика представит сразу 3 проекта. Репортаж Мадины Пугоевой. Они появились словно из ниоткуда, проходя через весь зал по красной дорожке под бурные аплодисменты зрителей. Заслуженный деятель искусств России, лауреат Ленинской премии, кинорежиссер Игорь Григорьев, звезды российского кино Сергей Никоненко, Галина Бакашевская, Владимир Новиков и другие мэтры отечественного кинематографа. Одним из первых с торжественным открытием второго международного кинофестиваля «Золотая башня» присутствующих поздравил председатель правительства Ингушетии Абубакар Мальцагов. Наша республика столько знаменитых, столько достойных и известных нам кинорежиссеров, актеров. Это знаменательно то, что наша молодежь и наши люди, которые занимаются творчеством, будут с ними общаться и знакомиться, делиться опытом с ними. Фестиваль только начался, и гости даже еще не успели посетить достопримечательности республики. Но признаются, что едва сойдя с трапа самолета, пусть и издалека, но красоты горной Ингушетии успели с первых минут приковать их внимание. Конечно, уже поразило с самого начала, с самого прилета, то есть как мы только спустились с трапа, во-первых, и ваши горы, ваши пейзажи, ваша республика, ваш край, поэтому только низкий поклон буду всегда посылать, хотя бы, если даже не приезжая, но еще мечтая приехать к вам. Кинофестиваль – это в первую очередь фильмы, представленные на суд зрителей в ходе кинопоказов, которые будут проходить по всей республике. Оценивать их будет жюри, в состав которого вошли и наши земляки, в том числе известный кинорежиссер и народный артист Ингушетии Сулумбек Мамилов, деятели театра и кино республики Фатима Ахтильгова и Магмед Амирханов. В качестве члена жюри в фестивале примет участие и руководитель представительства Союза кинематографистов России в Ингушетии Мадина Дзортова. Она же и представила зрителям одну из своих работ. Тугане Мальцагове, создатель нашего музея краеведения. И действительно, я считаю, что таких фильмов должно быть о республике, о нашей истории, о наших легендарных людях. Должны быть такие фильмы. И больше надо активизировать наших людей, которые умеют снимать. В рамках фестиваля можно будет увидеть фильмы из России, Белоруссии, Китая, Венгрии и других стран мира. А Ингушетия представит на конкурсном показе еще 2 проекта – «Не снились горы» и «Дадаков». Впрочем, известный российский актер и режиссер Сергей Никоненко считает, что у нашей республики хорошие перспективы в плане развития кино. Ведь одним из главных его критериев является наличие профессиональных и талантливых актеров, а их в Ингушетии довольно много. Талантливые люди есть в каждом народе, как и в Ингушетии не исключение. Обязательно будут талантливые люди. Я хорошо знаком был с Мамиловым, режиссером, который снимал... Я у него не снимался, но моя жена снималась, его актриса Екатерина Воронина, моя жена снималась «Дамское танго». Но мы работали на одной студии, так что в Ингушетии со временем обязательно будет маленькая, я думаю. Ну, тут у вас возможности таких снимать по 400 фильмов в год, наверное, вряд ли будет. А по 4 картины вы скоро начнете снимать. Специально к 70-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне в конкурсную часть фестиваля включены и фильмы военной тематики. Ведущие на сцене вместе со зрителями в зале даже спели песни военных лет. Впрочем, массу эмоций и положительных впечатлений у зрителей вызвали не только знаменитые гости и праздничная атмосфера, царящая в зале, но и сам факт того, что Ингушетия, возможно, составит конкуренцию ведущим кинематографистам России. Ведь не случайно от нашего региона в фестивале принимают участие сразу 3 картины. Должна сказать, что в этом году в фестивале принимают участие кинокартины свыше 15 стран мира. Если в том году это было всего 8 стран. Поэтому мы видим, что идет динамика, фестиваль развивается, разрастается, все больше и больше поступает
заявок от кинорежиссеров Республики Ингушетия, из КФО, России и многих стран мира, поэтому нам очень приятно констатировать этот факт. Я надеюсь, что третий фестиваль будет более успешным, чем в этом году. Хотя грех жаловаться, работа фестиваля уже активно начата и идет полным ходом. Тут же в холле ДК желающие могли не только ознакомиться с театральной деятельностью республики, но и с национальной особенностью ингушей на примере традиционного чуты. Всех гостей, которые приходят, их выставили для того, чтобы они соприкоснулись с нашим бытом, жизнью, увидели, какие костюмы мы носили, и танцевальные, и нарядные, и праздничные. Международный кинофестиваль «Золотая башня» продлится до 29 ноября, а бесплатные кинопоказы представленных на нем фильмов пройдут во Дворцах культуры Назрани и Нестеровска, в Центре культурного развития Магаса и в кинотеатре «Дружба». Мадина Пугоева, Резван Аушев, Новости 24.